Всем привет, друзья! Сегодня у нас 13 августа. Мы уже как 2 дня, третий день здесь. В предыдущем видео я вам показывал, мы были на южном берегу. Ну вот, а сейчас мы в Челпоноте пришли на пляж санатория Голубой Сыпуль. Хотим показать вам пляж, сколько народу здесь в это время года. Мы здесь тоже в это время года первый раз, как бы сколько раз мы были, довольно много раз, но только не летом. Все время или весной, или зимой, или поздней осенью. Всегда было практически безлюдно, а сейчас все очень даже сильно наоборот. Еще мы вот видим такие незначительные последствия вчерашнего, позавчерашнего ливня. Вода возле берега слегка мутная из-за этого, из-за того, что смыло сюда пыль, там песок какой-то. Ну вот, сейчас покажем. Столько народу. Вода вот слегка мутная, мы видим. С той стороны пирс. Всякие аттракционы для детей можем увидеть. Топчаны. И множество грибков, зонтиков. Люди отдыхают. Разгар сезона. Тут с хищной птицей можно сделать фото за деньги. Грязь, люди мажутся грязью. Ну здесь вот дно с грязью. Возможно, что она лечебная. Катамараны, скутера, сапы в аренду можно взять. Так же, как везде, рыбу носят, кукурузу вареную. Летом на каждом пляже это все есть. Тут лужа после дождя вчерашнего, скорее всего. Такие сезонные мини-кафе, бары. Ну, здесь вот поменьше людей. Там вот банан можно заказать. Парашют. В данный момент что-то желающих с парашютом нету. Вдалеке пароход и вот горы южного берега. Мы тут нашли свободное такое укрытие от солнца с лавочкой. А вот парашютисты летают. Там катер прогулочный, пустой, наверное, к экскурсии готов. Вот люди на банан собрались. Возможно, с перевертыванием прогулка их не будет. С переворачиванием. Ему, как всегда, некогда. Погода сегодня, в отличие от вчерашнего вечера, конечно, отличная. Также и вчера днем было хорошо, к вечеру все затянуло. Не знаю, может быть, сегодня
все повторится. Пока вот такие облачка. Низковато. Взяли мы кукурузы. Соль берите. Вот женщина, трудная у них работа. Я потрогал. Сколько здесь килограмм этой связки? А? Килограмм 5, наверное. Спасибо вам за кукурузу. Будем пробовать какой-то голландский сорт. Вот там вдалеке видно вода прям. Там, короче, большое количество сели сошло. Видео было в интернете, как машина смывала. Вот примерно в это место вода стекла после селя. Ну, здесь не так, конечно, прям заметно. Ну, тоже мутновато, слегка. Ну, постепенно все это оседает, очищается. Сейчас будем пробовать кукурузу. Или уже пробуем. Ну что, как на вкус? Вкусно. Стоит она за качан 100 рублей, 100 сомов? Наверное. Наверное. Но им тяжело тоже деньги эти достаются. Так что не жалко ходить целый день с этим грузом. По жаре. Да, по солнцу, по жаре. Сейчас тоже пойду воду пробовать. Вода классная. Вообще парное молоко, можно сказать. Чуть-чуть сложно зайти, а потом класс. Ну-ка попробуем кукурузу. Нормально. Особенно когда кушать хочется. Ну вот, друзья, ушли мы с пляжа. Вышли на аллею вот на такую обновленную не очень давно. Тут по дороге есть кафешки, опять же, всякие, пир с желающими пострелять и выиграть приз. Довольно-таки все красиво, ухожено, со спортивными площадками. Но вот это вроде бы не действующая такая. А дальше новая мини-футбольная площадка. Много кафешек. Ташкентский плов 250 сомов. Манты, курдак.
магазинчики с продуктами всякие разные. Вот эта площадка. Мини-футбол. Одежда. Разная. Пляжная и вся остальная. Тут вот тоже видно детская площадка новая. Люди приводят детей, качают на качелях. Горки всякие. Видно, что новая. Мы ее тоже не видели раньше. Первый раз вижу. Ну, это еще старые советской постройки корпуса. Лавочки удобные. Еще магазины. Еще магазины. И еще тут что, кафетерий, наверное, какой-нибудь. Пицца, хот-дог. Доставка на пляже. И номера. Вот такая затененная аллейка хвойными деревьями. Народу очень много. У нас схема тонкого тела человека. С йогой что-то связано. Здравствуйте. Здравствуйте. Интересно, люди медитируют. Верно. Сахаджа-йога называется. Не будем углубляться. Тут такое кафе. Дрова. Шашлычная. Тут можно мороженое купить. И там мороженое. Тут вот подвинули, но главное не вообще не убрали такую вот скульптуру советскую. А это выход с этого санатория. Тоже обновленная здесь площадка такая. И Ленин по-прежнему стоит и о чем-то думает. Тоже его передвинули, но главное тоже не убрали в этой стране. Чтят историю, не переписывают ее. Даже если что-то было не очень хорошее в этой истории. Там всякие тоже магазины, медовые магазины, сувенирные. Фонтан только почему-то не работающий. Газон с пальмами с такими. Не знаю только, что зимой с ними станет. Все освежено так приятно, да?
Здесь все так тоже снаружи на входе обновили, стоянку обустроили, какие-то велодорожки. Ну, это соседний такой отель Gold ASN. Ну, вот такая надпись. Кыргыз Республикасының президентин иш башкармасының сына караштуу көгүлтөр көл санаторий. Такой въезд, раньше здесь было все просто. Опять же аллея с всякими кафешками, отелями тоже. Аккалпак, чайхана, торговля такая стихийная, ягодами. Малина, клубника, ежевика, черешня, абрикос, слива. Кафе «Лесник». Национальная кухня. С медвежатами и медведицей. Медведица и 5 медвежат. Придумали. Тут же предлагаются экскурсии. Чем богата Иссык-Кульская долина. Множество экскурсий. Соленое озеро. Где у нас соленое озеро? А, вот Мертвое озеро. Вот это. Вот мы на юге несколько дней назад рядом с ним пожили. Пару-три дня вроде бы, да. В общем так, друзья. Сезон отдыха, летний сезон кипит. В этом отеле мы жили тоже несколько раз, только не летом. Зимой и осенью, по-моему. Ну. И опять же много торговых всяких точек. Сувениры, фрукты, ягоды, постельки всякие, куруты разного вида. Одежда, мед всякий, абрикос всякий. Пояса лечебные. Мази какие-то. От всего, опять же, сувениры. Бусы, то есть. До ютуба. Ну все, друзья. Ролик этот закончим на этом. Всем спасибо за просмотры. Всем до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем всех благ.
Всего доброго. До свидания.